Пенсионерка Валентина Михайлова проводит в своем саду все лето. Только тогда можно рассчитывать на хороший урожай, признается садовод с более чем 30-летним стажем. Да и побыть на свежем воздухе полезно, и настроение повышается. Сад у нас, конечно, давно здесь, уже около 30 лет, но в основном занимаюсь где-то я после пенсии. Как вышла на пенсию, так здесь и живу лето. Выезжаем с 1 мая и по 30 сентября живем. Все сажаем, что все люди сажают. Но я цветы очень люблю. У меня где-то около 70 наименований цветов лично для себя. Я не продаю, только для себя все сажаю. Все соседи у нас нормальные. Хотелось бы, конечно, больше садоводов, чтобы было, занимались больше, чтобы брошенных участков не было. Без воды любой сад и огород погибнет. Еще больше обидно, когда воруют, а это у садоводов равно катастрофе. Ведь 5 соток – хорошее подспорье семейному бюджету. Поэтому охрана коллективных садов и организация полива – вопрос не менее серьезный. Всем этим занимается председатель сада. Он отвечает за безопасность около 1000 участков. Полив у нас по 2 часа ежедневно дается с 10 до 12, потом с 3 до 5 и с 6 до 8. Вода постоянно, давление около 8 атмосфер. По безопасности у нас приняты сторожа, которые охраняют наши ворота. Пропускной режим с 7 утра до 11 вечера. Потом ворота центрально закрываются. Снабжены они тревожной кнопкой на сотовом телефоне. И при всяких инцидентах они могут вызвать охрану сюда. В 7-м саду более 300 брошенных участков. Многие говорят, что садоводством нынче заниматься невыгодно. Но, видя энергию и оптимизм дачников, им можно только позавидовать. Может, все дело в этих 5 сотках, которые не только требуют постоянного внимания, но и дарят радость, успокоение, что немаловажно, поддерживают материально. Так что голландские ученые были правы. Елена Афанасьева, Глухамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.